Короче, мы брызнули немного раскоксователь. Абра, да? Лавр. Вот лавра. Засухарили и теперь проверяем. Опять же, заливаем мы дистопливо. Сегодня 10-й день нашей работы, нашего тюнинга УАЗа. И сегодня мы ищем глушитель. Впервые за 10 дней Капот закрыли. закрыли капот. Машина огонь. Скоро будем тестить на гоночные трассы по снегу. Короче, мы брызнули немного раскоксователь. Абра, да? Лавр. Вот лавра. И сразу мы наблюдаем эффект работы, как стекает жидкость вместе с нагаром. Тут также тоже налили. Видно, что сразу почище стало. Вот с нагаром накапливается. Держит, что ли, жидкость, а? Собираем в обратном порядке клапана. У нас получается шайба пружины. Потом маслосъемный колпачок новый. Потом пружина идет. Потом верхняя шайба клапана пружины. И там надо одеть сухарик. Сухарик ты? Угу. Хрустяшки. Съемный колпачок одеваем с помощью длинной головки. Все, да? Сегодня 7-й день, кажется. Работа у нас продолжается. В прошлый раз мы не закончили, потому что в прошлый раз купили вот такой инструмент, рассухариватель, и он у нас оказался большой. Много было инструментов под разный калибр, и тот инструмент у нас не получилось, не совпадал. Сегодня Вася опять поехал в районный центр и обменял на инструмент, который совпадает. Вот эта штука у Васи. Помните, он фото группу отправлял, он за собой взял, чтобы это размер посмотреть. Так. И с этим инструментом у нас получилось засухарить обратно. У нас осталось только последний цилиндр. 4 сухарика. Мы немножко переловчились, не совсем профессионально, но что-то получается. Солиду. Вася лопеля. Кавапангананья. Да. Чуть-чуть отпусти. Да? Сейчас потом берем вторую половину сухарика. У нас пинцета нету, поэтому рукой. Ну, мы народ маленький, у нас пальчики тоже маленькие. Да? Вот таким макаром мы сегодня где-то за час управились. В прошлый раз мы 2 часа пытались колхозить всякими резинками. Смотрели видео в тиктоках всяких, лайфхаки эти с резиной, с головкой. И у нас ничего не получалось. И весь вечер мы потратили на это. Засухарили
И теперь проверяем. Опять же, заливаем мы дистопливо и посмотрим на протечку. Если все хорошо, мы сразу приступаем к обратной сборке двигателя. Головки двигателя. Давай, да. Ставим головку обратно. Şup. Doktor. Ana şup kalab da. Şup kalab da değil. Dur orman. Это, короче, вона halkın bir dokana. Şimdi. Yani. Короче, kadar tut. Bana vurduk. Kaldıra. Tuh kada gini. Olat da tuh kada gini. Ada bir pulang betul. Jadi. Tuh düşmedi dallara. Ну, пускай. Düşmedi. Doktor. Puru. Ребята, всем привет! Сегодня встретил подписчика Ивана, и он нам, он стал спонсором, дал вот такие классные инструменты для призов, так что не все потеряно еще. Все нормально. Спасибо, Иван. Сегодня 8-й день, да? 9-й. Вчера мы поставили головку, и когда крутили болты головки, в прошлый раз, когда откручивали, 2 болта мы почти сломали. Они еле-еле как вывернулись, и на том спасибо. Сегодня Вася тоже ездил в районный центр, потому что у нас магазина запчастей в деревне нету. И с районного центра Вася даже там не нашел болты. Вот покажи вот тот болт. Да, вот этот болт на звезду. Мы в прошлый раз тут грани почти разбили. И сегодня вот ребята села Цунтар, наши гонщики, экипаж Дархан, спасибо, Николай. Они дали нам хорошие болты, но старые, но хорошие. И с помощью них мы поставили вместо вот этих. И сейчас закручиваем головку. Одолжили тоже у ребят Динамо ключ. Сейчас я только что все болты затянул на 60 ньютон. Сейчас мы дотягиваем до 90. Сейчас поставили на 90 и тянем. Начинаем с середины. Ребята, когда собираете обратный двигатель или разбираете, никогда не спешите, все за всем следите, чтобы все правильно установить, потому что мы, когда вчера собирали, вот эта штука салазки мы неправильно поставили, оказывается, она в любом положении может стоять, но только с этой стороны крыло короткое, с этой длинной. У нас, короче, вот так было ставлено, и когда зажимали вал выпускной, мы все это разбили. Раздавили. Сегодня нашли другую, тоже у ребят попросили. Магазин у нас нету. Ну и вот поставили, сейчас соберем, поставим углы и постараемся сегодня завести. Близится конец сборки, углы поставили. Сейчас
ремней натянули. Собираем проводку. И сейчас у нас будет первый запуск. Butuh ate? Какой-то Кудыры датчик. тут көстөгөт ме? Главное, вот эти идеальную фазу мы закрутили. И можем отвернуться. Атын кимде даты чөпөтөк. Ширик. Ya. Так, первая заводка после большого ремонта. Почему заводка? Проверка компрессии. Первый запуск. Гидрокомпенсаторы все равно стучат. Мы его прогреем до рабочей. Потом обратно снова замерим компрессию. Не знаю, тут компрессия не очень была. Завели на 9-й день. Пачка огонь. Завтра будем выходить на снег. Будем проверять. Сегодня 10-й день нашей работы, нашего тюнинга УАЗа. И сегодня мы ищем глушитель. Должны найти из-под снега. Когда-то был глушитель. Ну, труба, прямоток. Прямая труба. Никак не можем найти. А? Эта труба у нас одевается только в гонках. В обычной жизни с обычным глушителем ездит УАЗик. Трубу нашли. Сейчас едем в гараж. Сегодня мы должны выехать. У нас осталось залить масло на мостах. Ну, на переднем мосту мы заменили крышку. А масло Катлана, мы купили это масло с магазина Top Oil в городе Якутске. Если вам нужна автохимия, масла, магазин Top Oil, топ в городе, в республике Саха-Якутия. В прошлый раз мы отсюда заливали на Патрик, ездили на север. Машина стояла минусовые градусы, по ночам стояла. И мосты у меня не замерзали, потому что масло оригинальное. С магазина можно взять на разлив, можно в тарах оригинальных, там все оригинал. Так что, ребята, если вам нужна масла, автохимия, обращайтесь в магазин Top Oil. Впервые за 10 дней Капот закрыли. да, закрыли капот. Готовимся к выезду, к первому.
Итак, это у нас первый выезд. Сейчас проверяем максимальные обороты. Так, отсечка есть. Сейчас выезжаем на поле. Вот, ребята, замена распред валов у нас закончена. Машина огонь. Скоро будем тестить на гоночные трассы по снегу. Так что не пропускайте новые видосы. Подписывайтесь, ставим лайки. Всем удачи, всем пока.